У эфіры Белсату размова, з вами Віталь Цыганкоў. Калісьці беларускія ўлады дэкларавалі ў эканоміцы сацыяльную дзяржаву. Это значыць даволі нізкае расслаенне паміж багатымі і беднымі, моцныя сацыяльныя гарантыі. Але на сённяшні дзень ці засталося што-небудзь ад гэтай сацыяльнай дзяржавы? Пра гэта мы пагаворым з нашым сённяшнім госцем. Гэта эканамічны дырэктар Цэнтру Бюрок Екатерина Барнукова. Добрый дзень. Добрый день. Ну вось калі з гэтага адразу і пачаць, памятаеце, быў нават рынкавы сацыялізм в нулевыя гады, калі дзяржава мела магчымасць, дзякуючы расійскай падтрымцы, дзякуючы эканамічнаму росту, менавіта гэтую сацыяльную бяспеку людзям гарантаваць той ці іншай ступені. Да чаго мы прыйшлі зараз? Што ад гэтага засталося і што ад гэтага можна чакаць у будучым? Ну, во-первых, да, надо отдать должное, допустим, во время роста 2000-х. Действительно, этот рост был, как экономисты говорят, рост для всех. То есть в стране не только рос ВВП, в стране падала бедность, в стране падало неравенство. И сегодня, если смотреть по международным стандартам, Беларусь по меркам бедности и неравенства, ну, по крайней мере, еще несколько лет назад, она была одним из лидеров региона. То есть действительно государство создавало такую среду, в которой выигрывали от экономического роста все. Но экономический рост у нас последний раз был в 2011 году, такой хороший. Да? После этого средние темпы роста упали, и начались проблемы, в том числе и в социальной сфере. Конечно, денег на нее начало не хватать, начали появляться, вернее, становиться более очевидными недостатки системы социальной в Беларуси, которые, ну, например, там, то, что госпредприятия перестали выполнять какие-то свои социальные роли, и то, что мы видим в последние кризисы, в частности, вот и в кризис 15-16, и в кризис 20-го, это как раз то, что в кризис страдают самые бедные, и увеличивается расслоение в обществе. Да, оно растет. Расслоение это растет пока медленно, но тем не менее это стабильный достаточно тренд последнего десятилетия, который дальше, я думаю, будет только набирать темп. І ён набірае тэмпы выніку нейкіх канкрэтных дзеянняў дзяржавы ці можа быць выніку руху да, ну, скажем, больш рынкавай эканомікі? Ну вот тут тяжело какие-то вещи разделить, но очевидно, что те механизмы, которые работали на поддержание вот этого равенства раньше, не всегда рыночные, да, они перестают работать. То есть, например, раньше государство говорило, что ну, нам не надо пособия по безработице, у нас достойного пособия сейчас нет, да, но если вы хотите найти работу, вот, пожалуйста, идите там на МАС или на другое госпредприятие в вашем городе или там поселке городского типа, и вас всегда трудоустроят. Что произошло в последние годы? Эти госпредприятия находятся в таком плохом финансовом положении, что они уже не могут предоставлять работу всем желающим. Магчыма, не все нават ведаюць тыя лічбы дастаткова радыкальныя, наколькі зменшылася колькасць супрацоўнікаў на тых самых МАЗах, БелАЗах, на тысячи просто на кожным з іх. Да, действительно, если посмотреть там последние годы, вот общий сборник по госпредприятиям, там счет сокращений за последние 10 лет, он идет на сотни тысяч человек. Вот. Ну, к счастью, большинство из них, наверное, нашло работу в частном секторе, который не сокращается. Просто цікава, як улады палохаюць нейкімі страшнымі там рынкавымі рэфарматарамі, лібераламі, якія прыйдуць да ўлады і пачнуць закрываць, скарачаць гэтыя прадпрыемствы, яны ўжо все скарацілі, што можна, да нас. Ну, они, знаете, как у нас все реформы, они делаются вынужденно. То есть вот мы вынужденно начали сокращать людей на госпредприятии в самый неудачный момент, да, в кризис, например, кризис 15-16 годов пришлось сокращать на госпредприятиях. Лучше бы, конечно, мы это делали не вынужденно, а как бы так сознательно, но все равно хорошо в каком-то плане, что это произошло, да, что мы вот часть этого процесса болезненного пережили. То же самое происходит и сейчас. Вот сейчас наступил кризис, и вынужденно приходится задумываться, от каких из социальных гарантий государство готово отказаться и на что их заменить. І што зараз в гэтым сэнсе адбываецца, што дзяржава вырашае, што застаецца святой каровы. Ясна, што ніколі не скароцяць там умоўных, скажем, заробкі сілавікам в цяперашняй сітуацыі, але хто першы стане ахвярай вот такіх цяжкасцяў, якія сферы ці якія канкрэтна, можа быць, вот эканамічныя кавалкі яны пацерпяць найбольш ад цяперашняга крызісу? Ну, вот мы видим опять, например, попытки
новых подходов работы с госпредприятиями. То есть премьер говорил о том, что вот мы их наконец-то поделим на 3 группы, да, и в определенная группа будет госпредприятий, которые, ну, очевидно, что с ними уже ничего не сделаешь, они должны будут пройти там через процедуры банкротства или ликвидации. Вот. То есть это вот удар по тем людям, которые работают все еще на этих госпредприятиях. И если, опять же, если речь будет идти там про госпредприятие в Минске, ну, это не будет серьезным ударом, потому что в Минске рынок труда все-таки в нормальном состоянии, да. А если речь будет идти о каком-то небольшом городе, где это госпредприятие является значимым на рынке труда, да, в нем работает там 20% населения, например, то, конечно, ну, вся экономика города от этого начнет страдать, и ты легко не уйдешь в частный сектор, потому что частный сектор уходит в депрессию вместе со всем городом, если это госпредприятие закрывается. Плюс они задумали такие меры, ну, скажем, в такой палітычнай сітуацыі, выклікана дыктатурай і зверствамі, скажем, міліцыі, калі ну няма ніякіх заходніх інвестыцый у бліжэйшыя гады відавочна, і хто будзе ратаваць гэтыя прадпрыемствы, якія яны пакінулі на банкрутства? Яўна не бюджэт, а інвестараў дзе яны зараз знойдуць? Ну, это, да, это большая проблема. И тут, в общем-то, проблема даже не только в конкретно этих госпредприятиях, да, вот, допустим, прошло оно через процедуру банкротства, что дальше делать с этими активами, да, с цехом, с оборудованием. Это большой вопрос, и тут ни иностранные инвесторы не придут, ни частные инвесторы тоже сейчас, в общем-то, они всегда опасались работать с государством, да, напрямую, а сейчас в нынешней ситуации еще больше. Конечно, найдется какой-то, ну, неразборчивый, будем говорить так, инвестор, который, может быть, захочет, да, там что-то сделать с этим. Но это, скажем так, не тот инвестор, которого хотелось бы видеть. Да? Хотелось бы видеть инвестора там, с новыми технологиями, с эффективными методами управления. Калі казаць пра вот зноў-такі гэты, скажем, сацыяльныя рэчы, то некаторыя з іх ну, гадамі самі незалежныя эканамісты называлі празмернымі, некаторыя там, ну, умоўна скажем, льготы, выплаты. Ці ёсць яшчэ такое, што засталося, што на вашу думку ляжыць грузам на дзяржаўным бюджэце, ці ўжо фактычна амаль такіх рэчаў уже няма? Есть на самом деле очень много всего. То есть, во-первых, это цены на ЖКХ, Коммуналку? да, на коммуналку, которые все еще являются заниженными, несмотря на вот эти подъемы на $5 в год. Допустим, в этом году, да, поднялись цены субсидированные, но не субсидированные тарифы выросли еще больше. То есть получается, что процент субсидий, он в очередной раз как бы не сократился, да, поэтому и это очень невыгодная вещь. Невыгодная с какой? Чисто с экономической точки зрения. Потому что через тарифы на коммуналку мы, получается, что государство спонсирует больше тех людей, у которых больше квартира. Да? То есть тех людей, То которым... бок іншымі словамі, што многія не разумеюць, дапамагае багатым. Да, Чалавек, который там плаціць за 40 метров и які за 140 метров, ты ж самы атрымлівае льготы ад Мгм. дзяржавы. И, в общем, на это уходят не маленькие деньги, то есть там речь идет о, допустим, десятых процентах от ВВП, это достаточно много. И это можно было бы убрать, просто вместо него нужно Людям выплаты отдать. ввести какие-то очень эффективную систему субсидий, таргетированную, да, чтобы субсидии получали не все, а только те, кому это действительно необходимо, да. Вот. Это один источник. Еще, в общем-то, наши основные выплаты из бюджета социальные — это пенсии и пособия детские. Что касается пенсий, возраст выхода на пенсию, в первую очередь для женщин, у нас все еще очень низкий. Даже если смотреть на смертность, на продолжительность жизни. Поэтому, скорее всего, да, сейчас вот идет реформа, мы увеличиваем пенсионный возраст, скорее всего, ее придется продлевать. Да. Сложно сказать, в каком году там будет принято решение, это жутко непопулярное решение, но это придется делать. Вот. Ну и декретный отпуск — это то, о чем мы говорили, да, и когда говорят про декретный отпуск, в первую очередь думают, конечно, про пособие на воспитание детей до 3 лет. Ну, получается, что эти пособия, они не выполнили ту функцию, которую на них возлагали,
стимулировать рождаемость. Они стимулировали рождаемость только в сельской местности, где фактически эти пособия выше, чем то, что женщины могут там заработать, да. И мы многих из них загоняем в такой порочный круг, когда они, по сути, рожают Калі лепш не ребенка. працаваць, а Да, в займацца общем-то. іншай справай. А потом оказывается, да, что у нас вот есть женщины в сельской местности с 3 детьми, без опыта работы, и как бы это тоже социальная проблема, как им зарабатывать, как им теперь содержать этих 3 детей, да. Вот, то есть а большинство женщин живет в городах, и им это пособие, в общем-то, до фиолетовой звезды в том плане, что да, ну как бы хорошо его иметь, но оно не стимулирует рождаемость, очевидно. На апошняй сесіі палаты прадстаўнікоў урад в такой, скажем, спецыфічнай палітычнай сітуацыі прапанаваў некаторыя эканамічныя крокі, якія в іншай сітуацыі можна было б ацаніць як нейкія рэфармісцкія ці нават там ліберальныя. Як вы да этого ставіцеся? Гэта ўвогуле што было? Это было чарговы раз, калі прапаноўваюцца выдатныя адносна эканамічныя ідэі, а потым все это сыходзіць у нікуды? Ці сапраўды яны ўжо ад таго, што складаная эканамічная сітуацыя, вырашили пойти на такие кроки? Мне кажется, что это во многом, как я говорила, вынуждено. Да, вот. И тут, надо понимать, что у нас в правительстве есть много людей, которые прекрасно понимают, что надо было бы делать. Да? Они все знают, какие недостатки есть, в том числе у системы соцзащиты. Но другое дело, что они боятся что-либо менять. Да? Когда у них появляются вот аргументы, что денег нет, надо что-то делать, проще прийти к начальству и сказать, в общем-то, высказать вот это предложение, что надо что-то менять. Да? Поэтому вот в такие кризисные моменты и возникают такие прекрасные порывы. И у нас это уже, опять же, не первый раз. Если мы откроем программу правительства 2015 года, это вот предыдущий кризис у нас как раз был 5 лет назад. Вот. Это прекрасная программа. Читаешь ее и просто сердце радуется, там реструктуризация госсектора, урезание вот тех же пособий, субсидий на коммуналку, о которых мы говорили, да. Там вот все написано, все, что надо делать. Все это было написано, ничего не было сделано в итоге, потому что, как-то вылезли из кризиса, да, и как бы нужда отпала. Поэтому сейчас, мы смотрим на это тоже с таким же, скажем, не то что скептицизмом даже, но мы стараемся не обольщаться, потому что понятно, что если вдруг ситуация обернется так, что у нас вновь начнется хотя бы минимальный экономический рост, эти реформы будут забыты. Еще одна традыцыя беларускай улады в эканоміцы — гэта даваць, скажем, завышаныя прагнозы і абавязанні. Зараз прыблізна тое ж самае адбываецца. Все незалежныя эканамісты кажуць, што нават даволі сціплы рост, які на гэты год прапануе ўрад 1,8%, не можа быць. А тут яшчэ зусім нядаўна яны прапанавалі на пяцігодку, паколькі набліжаецца так званы іхні всебеларускі сход, які ставіць задачу на пяцігодку, 20% росту на пяцігодку. Скажыце, пры якіх ідэальных, скажем так, магчымасцях гэта ўвогуле можа адбыцца, і ўвогуле ці магчымы рост пры гэтай уладзе, якая зараз называе себе уладай? Рост возможен. Очевидно, что если Беларусь сделает все те реформы, о которых сейчас говорят, даже при том, что вот сейчас говорят про госсектор, никто не говорит этого там страшного слова приватизация, да? Но даже если сделают то, о чем они говорят, это уже будет огромный ресурс в нахождении эффективности и для роста, да? Но тут возникает еще один момент, который вы упомянули, это существующая власть. И проблема в том, что если раньше мы говорили, какой основной недостаток у Беларуси, отсутствие структурных реформ, неэффективность госсектора. Сейчас к этому добавилось полное недоверие властям. Дякую, Екатерина. Часто рэформы ў многіх краінах называлі шокавая тэрапія. Але тое, што адбываецца з беларускай эканомікай апошнія гады, відаць, можна назваць шок без тэрапіі. Госцем сённяшняй размовы была эканаміст Екатерина Барнукова. Заставайцеся з Белсатам.